Учитывая, что радиус летной пчелы до медоносных культур максимальный 5-7 километров, в основном пострадали это пчеловоды города Камрад. Те даже пчеловоды, камрадские, которые до этого вывезли пчел за пределы, за радиус 10 километров, их пчелы не пострадали. Хотя знаю пчеловода, который в пятницу вечером вывез своих пчелосемей на пасеку за пределы Камрада, а в субботу, когда приехал, чтобы уже расставлять улья, там массовый падеж. То есть пчела отравилась. Показываю вам сейчас улочки. Они должны быть забиты пчелой до последней рамки. В данное время, видите, что осталось. Показываю вам расплод, который должен быть обсижен пчелой. Смотрите, видите? Он должен быть полностью обсижен пчелой. Нет пчелы, видите? Вся пчела. Вот еще одна рамка. Тоже расплода. На нем нет пчелы. Мы были на полях, есть пчеловод тоже Андрей. Присутствие этого было агроном по пчеловодству и по садоводству. Мы поехали на поля, взяли анализы цветов и повезли в Кишинев. И ждем анализов, какие анализы у нас будут. И не с нескольких полей взяли, не с одного места. Если выявят, что и ихняя вина, то уже не знаем. Уже были выезды комиссии Национального агентства по безопасности пищевых продуктов пчеловодам, в частности мы и здесь были, где актировалось все. Сейчас мы готовим еще дополнительные акты по конкретной гибели пчелосемей. Пчелы, падеж вернее, подмор, все это отвезено сегодня в Кишинев. Взяты образцы с некоторых окололежащих энтомофильных культур садов, тоже отвезено в Кишинев. И уже когда у нас будут известны результаты, мы будем уже готовить документы, предъявлять иск. По данным Национального агентства по пищевой безопасности, около 12 человек на вчерашний день было обратившихся. Сейчас я на утро не знаю, может еще двое звонили, что они отвезли туда анализы, заявления. Около 12. В среднем пчелосемьи, самый крупный, допустим, это Новак Андрей, у него около 100 пчелосемей. Мы сейчас были у Филева Дмитрия, у него около 50 пчелосемей. Но средний размер пчелопасеки, здесь 60 пчелосемей. Средний размер где-то 15, 25, 30 пчелосемей. В этом массиве. И это в основном люди, которые основной доход пчеловодства, да? Есть у которых это основной, есть у кого-то хобби, есть просто дополнительный заработок, но это большие потери.